Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. С культурой Среднего Поволжья знакомит выставка «Кладези народного творения», которая проходит в КЦ «Сайдаш». Представленная коллекция аутентичных костюмов, они все аутентичные, они представляют собой этнографические экспонаты, их реально носили, их реально изготавливали. Они, конечно, практически все 20 века, прошедшего века, некоторые начала века, некоторые середины 20 века, но все домотканые, с ручным швом, на ручных ткацких станках они декорированные, то есть это ручное ткачество, то есть это некие вот эти образцы, которые сохранились. Большая коллекция костюмов – это Кукмурский муниципальный район. Не случайно, потому что в Кукмурском муниципальном районе достаточно компактно проживают татары, мари, удмурты, кряшины и русские, которые достаточно длительное время уже здесь испокон веков, но практически уже 5 с лишним веков проживают на этой территории. Здесь домотканый сарафан, он очень интересный. Здесь аутентичным является сам сарафан. Конечно, рубаха, она уже как бы дополнена. Ткань домотканая, то есть это всего лишь 30 сантиметров, вот с этими клинами, и вот полностью все, и ткань, и пошив, все ручной работы. А это уже костюм кряшинский, удмуртский костюм. Вот здесь ткань фабричная, но пошив ручной. А фартук, вот платье, у платья ткань, фартук это домотканый, тоже это где-то начало 20 века. Но здесь уже 50-е годы 20-го столетия, тоже вручную из советских монет бабушки дополняли, то есть создавали эту красоту. Для них это было очень важно, потому что мы прекрасно знаем, любой головной убор, любые вот эти нагрудные украшения, они помимо декора, костюма, они прежде всего служили магии защиты. То есть они отпугивали нечувствие силы. Мы прекрасно знаем, что это место солнечного сплетения, это считается самое уязвимое место человека. То есть оно всегда должно быть чем-то украшено, даже у тех народов, которые живут в очень жарких
континентальных зонах, у них тоже обязательно здесь или какой-нибудь тату, или какой-нибудь рисунок специально наносится, или же какое-то украшение, особенно женское. То есть это очень важные такие вот моменты. Это мы все наблюдаем, это все есть. В то же самое время, здесь уже мы говорили, это удмуртский костюм. Вот видите, очень много схожего, похожего. Почему это так? Потому что вот некоторые у нас сейчас здесь идут школьные экскурсии, приходят школьники, они задают вопрос, почему они все одинаковые. На первый взгляд, действительно, они все практически одинаковые. Одинаковые, потому что у нас ткань одна и та же, потому что растительный материал, лен, другого у нас шелков нет, мы шелка не выращиваем. У нас климат совершенно другой. Шелка – это уже элиты костюма. А у простого народа то, что у него растет, это лен, из-за льна делались ткани. И, естественно, из подручных, из растительного материала делались краски. Это все вот превращалось в ткань. Но в то же самое время торговые такие вот базарные, скажем так, рыночные, которых вот мы сейчас называем, рыночные отношения, они всегда были. Допустим, если я Марийка, Марийки всегда считались искусными ткачихами, искусными вышивальщицами. И они очень часто продавали готовые ткани на базарах. А базары всегда были. Как только человек появился, как только он начал создавать что-то рукотворное, у него излишки, они всегда продавались, вернее, обменивались, а в 20 веке, в 19 веке они, конечно, естественно, во все продавались. Конечно, те относительно денежные приходили, чем самой возиться, он что-то другое производит, ткань покупали, и потом делали под это, то есть из этой ткани себе нужные платья, рубахи, то есть то, что им надо было носить и на праздники, и на свадьбу, и на повседневку. Среднее Поволжье – это особая этнографическая зона Восточной Европы, которая находится на стыке Европы и Азии. Это мужская рубашка, кряшинская, это уже кушак, тюрки, в том числе татары и кряшины. И татары и кряшины называют вот эти пояски бельбау или же кушак. Вот они тоже такие, они старинные, декорированы чтобы они звенели, они вот так и подвязаны. Здесь платье чувашское, и к ней фартук с ручной вышивкой, ткань домотканая мы видим. Это где-то 1940-е годы, то есть это первая половина 20-го столетия. Ткани еще были, ткани еще тклись, станки были, без дела не сидели, старались так, чтобы одежда была всегда чистой, опрятной, в какой-то степени новой. Очень интересно современно, если так вот посмотреть, вот эту детали вот этой части платья очень оригинальная, интересная. Мы видим, что хозяйка этого платья все это сама сшила. Это Нурлатский район. Мы взяли этот комплекс у Дома дружбы народов города Нурлат. Вот это искусная портниха себе сделала классное платье, очень современное. Но в то же самое время, они вот, так как всего лишь ширина ткацкого станка 30 сантиметров, все платья, они с клинами. Естественно, вот здесь вот под мышками есть такие треугольники, которые защищали, дали свободу рукам при движении. Я считаю, что такие выставки, они вообще должны быть регулярными. Для того, чтобы сохранить нашу
те ценности, о которых мы хотели бы говорить и нашим детям донести. А это самое главное, потому что без фундамента, без того, что начинается, не может быть каких-то высот и каких-то интересных продвижений. И все вот это вот, то, что творится на сегодняшний день в культурном центре «Сайдаш», говорит о том, что мы за то, чтобы вот эти ценности дать нашим детишкам, показать им, дотронуться им до этой истории. Вот мы сейчас находимся в камерном зале. Видите, у нас здесь полностью оборудование тоже есть. Мы можем и световое, и звуковое оборудование просто здесь включить и это мероприятие провести. Здесь у нас появился вот балкон. Балкон позволяет для того, чтобы родители спокойно смотрели на какое-нибудь мероприятие, связанное, это может быть театральной постановкой какой-нибудь, или же это что-то связанное с каким-нибудь небольшим таким спектаклем, или ансамблевые такие моменты. А самое главное, что характерно, у нас появились сейчас больше ансамблей, фольклорных ансамблей. Это марийский костюм, экспонат коллекции, музейной коллекции Починок-Кучукской средней школы Кукмарского муниципального района, жилян, то есть это некое, вот если вы по-современному, если сказали бы, мы бы сказали, что это очень легкий такой вот весенне-осенний вариант, но в то же самое время это праздничный, домотканый из льна сделанный вот этот жилян, крой традиционный, который практически у всех он очень похож, что у татар, что у кряшни, что у русских, что у марийцев, крой вот этих жилянов, потому что это очень удобно, в то же самое время это красиво. Мы прекрасно видим, что подбор цвета, вот иной раз удивляешься, народ настолько понимает и ощущает гармонию цвета в костюме, вот никакого кича, никаких блесков, ничего не надо. И что удивительно, вот одна деталь следующую просто дополняет, она его не выбивается. Вот эту красоту мы здесь вот и с вами видим. Это головной убор, здесь должен был быть платок, но мы платок убрали специально, он у нас в другом месте, потому что всем хотелось показать вот этот головной убор, который покрывает. Здесь вот на него завязывается платок. Вот татары неспроста называли мариек экей. Экей – это такая вот шишечка, некий вот такой вот выступающий вот такой треугольник в татарском языке, потому что марийки под платком носили вот этот головной убор, и обязательно вот этот кончик, он должен был торчать. А это все закрывало и защищало волосы. Волосы женские тоже считается, это некий достаточно уязвимая часть, скажем так, тела, воспринималось это так. Через волосы можно было наслать порчу или какую-нибудь другую, не совсем желаемые какие-то в данном случае события могли случиться. Домотканое платье, очень интересное. Здесь у нас вот если вот модельером посмотреть, это очень оригинальное платье по своему крою и по чисто технологии пошива. Здесь вот современные модельеры вот эту стяжку ручную очень часто сейчас используют. Вот мы эту стяжку и видим. Видите, ничего лишнего, ни резинок, ничего, просто такая вот простая стяжка, и она декорирует и в то же самое время дает некую красоту в общем комплексе данного платья. Орнамент – это веревочка, оно вот продолжается. Вот так подол украшали
практически все народы, потому что женский костюм и сама сущность и суть женщины – это плодовитость, поэтому мы видим в женском костюме очень много растительного орнамента. Тоже ткань натуральная, то есть домотканая, это лен, причем лен достаточно легкий. Здесь, что меня удивляет, качество самой ткани. Современный лен, вот такой лен найти, это очень сложно, это очень дорого будет. Но все-таки еще наши мастерицы нашей территории, которые из льна, который рос здесь, умудрялись современного европейского качества ткани изо льна, которые не мнутся, но в то же самое время очень мягкие. Они очень мягкие. Что касается все остальное, это уже вот платье. Это чувашское мы видим. Здесь опять-таки положено нагрудное украшение. Нагрудное украшение очень старинное, мы побоялись, не стали брать, потому что там были николаевские монеты. Но это вот тоже декор, который служит как бы вот праздничному костюму, а здесь мы уже видим такие вот тамбурная вышивка, растительный орнамент, что еще раз говорит о том, что любое женское платье, потому что ее вот эту вышивку тоже вот удивительная, вот это вручной работы, такие вот тесемки, да, кружева, это все делалось, покупалось, все это сочетается, видите, вот цветовая гамма, как бы сочетание деталей с общей композицией костюма, поражаешься. То есть никаких дорогих школ дизайна не заканчивали, а вот ощущали эту красоту, гармонию цвет. Это костюм не реплика. Эти костюмы до сих пор носятся. Это не Татарстан, это костюм уральских татар. Они ничем не отличаются от костюмов, которых они до сих пор носят. Мастерицы до сих пор есть, они также вышивают, также шьют. Этот костюм подарен Кукмурскому муниципальному району, в данном случае тоже одна из школ нам подарила. Когда они встречались, уральские татары им оставили свой костюм, увидев экспозицию достаточно интересную. Мы как бы для дополнения этой экспозиции мы вот этот платок, то есть этот костюм сюда поставили, потому что удивительные, на первый взгляд, очень вычурные, яркие. Но в то же самое время, когда вот все вместе смотришь, композиция очень хорошая. То есть вот это нам хотелось, мы ребятам тоже говорим, что народные мастерицы, народные мастера и умельцы, они всегда стремились не выделяться от природы. То есть научиться, то есть они с рождения были обучены увидеть гармонию цвета, красоты в самой природе. Вот здесь вот некий вот лук такой вот летний, июльский, вот он весь в цвету, в то же самое время он привлекает, но глаз не раздражает. Народы, населяющие Поволжье, имеют много общего в экономическом, историческом, а также культурном плане. Это мордва, марийцы, татары, чуваши, башкиры. Их культуры взаимодействуют и обогащают друг друга.
Это вот керамика. Тоже это мы во время экспедиции мы нашли вот этих мастеров, которые работают в городе Кукмар. Это Диляра и Артур Шакировы, которые вручную сами вот это все делают. Я считаю, что это своего рода некая посуда любого этнического ресторана. То есть в данном случае татарская. Я считаю, что это есть такие мастера, которые могли бы сделать такой вот своего рода некую стилизацию утвари, в том, что, конечно, вот если эшпишмак подаем вот в таких блюдах, и причем они еще в таких чашечках, это уже будет совершенно по-другому. То есть мы попадаем как бы в средневековье, но в то же самое время стилизованные. Это Ильдарави Шаяхметов, Апанаевская мечеть, он там изготавливает свои изделия. Такой колоритный очень дяденька, который бесплатно всех желающих обучает, ну, прежде всего детей. Вот детей он бесплатно обучает. У него достаточно большое подмастерье, приходят ученики, то есть у них он, что удивительно, создал свою программу. Его подмастерья должны, когда они к нему попадают, они должны научиться сделать одно небольшое изделие и подарить маме. Достаточно интересная коллекция современной татарской вышивки. Это тоже лен на узор полностью татарской, цветовая гамма подобрана именно такая татарская. Вот что касается этой работы, опять-таки, Ларисы Сергеевны Чубуковой, она в основном занимается такими вот вышивками, она сама рисует по книжкам, находит и потом создает свои рисунки. Я бы очень мне хотелось бы посидеть в таком ресторане или там в таком кафе, где интерьер декорирован вот такими салфетками. Лесотехникум Кукмарский район, там готовят не только специалисты для лесного хозяйства, но еще готовят параллельно умельцев. То есть там каждый выпускник умеет выращивать лозу, у них есть свой питомник и умеет делать вот такие искусные, с очень тонкой лозы изготавливать такие изделия. Что удивительно, именно лубянская лоза, она отличается своим качеством, своей нежностью, и в конечном счете изделия получаются очень такие изысканные. Такие подушки, они в какой-то степени есть в Казахстане, но там орнамент казахский. Вот я очень хотела бы, если вот такие подушки, интерьерные подушки, они были бы у нас, то есть спрос на них должен быть. Если будет спрос, то тогда обязательно будет предложение. Вот если такой, если мы начнем декорировать, вот у нас костюмы, наша элита, правящая элита, в данном случае президент и его окружение, аппарат президента и в то же самое время представители кабинета министров, они в какой-то степени уже стали одеваться на какие-то национальные праздники в таком этническом стиле, в данном случае в стиле татар начала 20 века, причем интеллигенции. А если мы начнем декорировать такими изысканными, но в то же самое татарскими изделиями, которые современные, в аппарате президента какие-то комнаты приема гостей, или же в каких-то элитных ресторанах, где президент проводит приемы. То есть это было бы уже неким трендом в развитии народных промыслов. Так же, как и в музыке, так же, как и в других видах искусства, народный промысел – это тоже вид искусства, причем очень удивительное, где тоже должны быть очень искусные мастера. Поэтому я хотела бы поблагодарить и техникум народных художественных промыслов. Они сегодня делают достаточно большую работу. Они готовят специалистов, они готовят рабочих, вышивальщиц, готовят ювелиров, но рядом с ними готовят резчиков по дереву, готовят специалистов, профессионалов, которые умеют очень хорошо делать казанский шов, но рядом с ними должны быть художники. Художники с большой буквы, которые понимают красоту, и они создают вот эту форму содержания, гармония цвета, геометрия вот всего того, что делается вот в конечного продукта, это уже удел художников. То есть здесь еще раз хочется подчеркнуть, что художественное училище и техникум народных промыслов – это одно друг с другом связанные два крыла одного явления, которое мы называем искусством татарского народа в части, в данном случае, народных промыслов.